Так, суд также вам разъясняет перед вашим допросом право давать или не давать показания по поводу предъявленного обвинений и других обстоятельств дела, а также, что все сказанное подсудимым может быть истолковано против него. Пояснение показания желаете давать? Да, давай. Да, Так, наверное, что там? Свободно рассказанное, да? Нет, да, у нас сначала, уважаемый суд, свободный рассказ. Перекон Павлович, вот об обстоятельствах январских событий, вашей причастности к данному делу, в подробностях, так как это прям вам вменяется касательно Разахонова, Якубова. Вы своим свободными, свободный рассказ, а все остальное потом уточним. Все, разрешите приступать, да? Да. У вас что там в телефоне? Записи? Да, телефонную запись просто сделал, где я не забыл. Из этого смотреть можно, да, будет? Да. Уважаемый суд, в 2022 году, в январе месяце, занимал должность начальника департамента города Алматы по оперативной работе. Всем известно, что январские события начались у нас в Алмате это с 3 числа, с 3 января, и продолжились вплоть до 8 числа. 22 год, январь месяц, всем известные события проходили в Алмате, когда, получается, 7, начнем с 7, наверное, да, числа я начну, потому что здесь некоторые опознают меня, что 7 находюсь. 7 числа я находился в городе Алмате, проводили антитеррористические операции полностью, так как уже был объявлен режим АТО и режим ЧП до этого был объявлен. Полностью был задействован в мероприятиях по задержанию Дикого Армана Джумагильдиева, где сейчас по делу я прохожу тоже как свидетель. Там получается до 2 часов ночи мы занимались этим делом, и в 2 часа ночи я уже прибыл обратно опять в расположение. 8-го? Это 7-го. 6-го на 7-го. Нет, это 7-го весь день. 2 часа ночи чего? 8-го уже прибыл. Ну, вот про это. Да, 8-го прибыл уже в расположении. Теперь 8-го утром, получается, мы всю ночь работали по мародерам, по городу полностью. 8-го утром было совещание. Совещание было республиканского масштаба. Там все руководители РОШ были. Полностью видеоселекторное совещание с участием аппарата президента. Полностью на тот момент премьер-министра. Было совещание, на котором совещание было доложено начальником АТО Алматинской области, это такой генерал Куманалиев, начальник ДКМБ Алматинской области, на тот момент он занимал должность, о том, что при прорыве из города Алматы в ночь с 7 на 8 были задержаны 3 или 4 автобуса с лицами, покидающими город Алмату. При этом были озвучены такие моменты, то, что при них изъяты крупные суммы денег, оружие было изъято, изъяты товар народного потребления, ювелирные украшения, много имущества с собой вывозили, получается, и сотрудникам погранслужбы спецназу Буран они не подчинились и оказали задержание, и все они были доставлены на тот момент в Карасайский, как сказали, Карасайский районное управление. После этого там на совещании начали разбираться, и там же республиканский РОШ, республиканский оперативный штаб поставил команду о том, что надо будет разместить всех этих людей в спецприемник тогда в прошлый момент, когда мы даже не знали, что такое существование, что такой приемник существует даже. Там же на этом было решено. После этого руководство МВД и начальник департамента дали нам мне прямое указание, так как я на тот момент
единственный зам департамента по городу Алматы, который находился в строю после всех событий, выехать в спецприемник и по задержанным отработать, проверить на причастность их к массовым беспорядкам, на зачинщиков, почему в первую очередь стали зачинщики, мародеры и лица уже, которые нам стали известны там, по видео наблюдениям, которые уже изымались на тот момент, 7 числа. Среди них есть, нету. И для этого указом начальника департамента сразу же была создана группа полностью. Туда вошли, получается, следствие, замначальник следственного управления старшим был, он здесь выступал, это Салаев один, миграция в количестве 4 человек, потому что там было озвучено, что были задержаны и иностранные граждане, ближнего зарубежья, дальнего зарубежья были якобы задержаны, говорят. И из учета 3 оперативных сотрудника были задействованы. Для охраны были выделены 10 сотрудников СОБР, все были на одном, получается, в одном микроавтобусе, их посадили. И я на служебной автомашине с проблесковыми маячками, потому что передвижение по городу было затруднено, везде были блокпосты, могли открыть огонь без предупреждения, потому что уже такая команда была. Если не останавливается автотранспортное средство, путем повреждения ее останавливают сразу же. Поэтому использованы были сразу проблесковые маячки и автобус СОБР, который имеет тоже проблесковые маячки. На них мы выехали, получается, и в 12 часов дня прибыли в Кошмамбет. При подъезде к Кошмамбету, когда подъезжали, тогда и GPS, ничего не работало, интернета не было, мы по поселку путали, еле нашли. Когда подъезжали, у нас возник конфликт с военными Буран, спецподразделения Буран, которые были на БТРе. Машина прикрытия у них была какая-то еще там, Тигр, кажется, бронированный. Они преградили нам дорогу, не дали проехать. Мы, так как тоже вооруженные, с нами тоже был СОБР. Там чуть до конфликта дело не дошло. Хотели они открыть огонь на поражение. Я начал звонить в Алмату, докладываться о том, что... В СПА возник конфликт? Да, перед СПА, не доезжая СПА, да. Они дорогу перекрыли к СПА. После этого с Роша уже Алматинской области поступила команда, что прибудет Алмата. Наши номера автомашин, мои данные передали, что я старшим приехал, замдепартамента. Нас пропустили, и мы, получается, зашли в этот СПА. Через проходную, вот, которая на осмотре мы были, вот, с правой стороны, главный ворот. Сразу же поднялись по лестнице на 2-й этаж. На 2-м этаже вот, с лестницы это кабинет вот, чуть левее, прямо, кажется, вот, большой кабинет, там где комната отдыха была. Зашел Где туда. вы размещались потом? Да. Куда съемочная комиссия? Да, съемочная группа, Да. все туда сразу же. У вас с вами съемочная группа была? Через 7 минут она прибыла. Мы когда уже заходили вовнутрь, они подъехали, и мы сотрудникам этого Бурана сказали, чтобы их пропустили прямо на улице, мы их крикнули. Они на 2-м микроавтобусе, таком же соборовском, одинаковом автобусе разгружаться начали. И мы вовнутрь зашли, и они за мной поднялись, получается. Мы прошли внутрь, начали узнавать, сколько доставленных, кто доставлен, какие доставлены. Было много очень паспортов. Кто вам закладывал? На паспорты. А там много сотрудников было, но я вот единственный из всех сотрудников только вот знаю этого Серика. Больше я никого и не знал, потому что я и тогда никого не знал. Обстановку кто докладывал? По СПА? По СПА, Вот на ваш вопрос. по СПА докладывал обстановку сотрудник КМБ, такой рыжий, худощавый телосложение, кажется, он был на тот момент замначальника Карасайского районного КМБ. Он сразу не докладывал, потому что доводил до вашего доводил до вашего сведения, до моего сведения, доводил о том, что задержано столько-то, изъято оружие, изъяты новые вещи, изъята какая-то цифровая техника и денежные средства.
Мы говорим, ладно, хорошо, а у кого изъяли, как изъяли, начинаем разбираться, спрашивать. Тут, когда разбирались, спрашивали, какие вещи у кого что взяли, тогда узнали, что ни у кого не изымали, а получается их добровольно выдал командир Бурана в общих больших 3 пакетах, никому не привязано, там много телефонов, много новых вещей. Я вот у следствия ходатайствовал в свое время, запросите, сколько невостребованных вещей осталось. Кто не признал, там какие-то вещи определенные, ювелирные украшения какие-то были. Они никому не были привязаны. На момент нашего прибытия, 12 часов, даже, честно говоря, в СПА не были даже готовы списки. Полностью списков не было. Кто задержанный, кто доставленный, откуда были доставлены. Списки только формироваться начинали, только печататься. Как раз в этом же кабинете вот, за компьютером сидел сотрудник молодой, я его просто не знаю, сотрудник области. Печатали, вбивали с паспортов данные, которые были на столе, и со списков на бумажных носителях переносили в компьютер, чтобы их потом распечатать, чтобы посмотреть. Все, мы сидели, потом после этого какие вещдоки были изъяты, мы сказали, давайте мы их запечатлим на видеокамеру. Для чего? Для того, чтобы потом провести опознание в ДВД в городе в Алмате и зафиксировать их полностью, чтобы потом можно было уже разбираться, какие вещи куда что ушло, похищены. Также спрашиваю, какие деньги изъяты, суммы изъяты, какими купюрами, что изъято, потому что на тот момент было очень много банкоматов ограблено, банковских ячеек. Этих в Алмате было очень много ограблено, потому что, чтобы не знать, чтобы можно было привязку иметь по вещественным доказательствам. Теперь в этом кабинете постоянно было много сотрудников. Через какое-то время, через минут 30-40 ко мне подошли мои миграционщики. Сказали, мы, говорит, не можем здесь работать, потому что уже все паспорта изъяли, миграция области, которая будет сами принимать процессуальное решение по ним. И говорит, нам здесь делать нечего. Говорит. И они, говорят, сами будут проверять. Они, говорят, сейчас паспортные данные берут, перекидывают, потому что в Кошмамбете ни связи нет, ни компьютера нет, чтобы соединиться, чтобы пробить по базам. Пересечение границы полностью. Говорит, сами будут все отрабатывать. Они, говорят, в Каскелен, говорят, повезут, говорят, там будут отрабатывать. Все, после этого миграционщики мои вышли на улицу. Мы, получается, остались, вещдоки сняли на видео. Салтаната я сам попросил, если посмотрите, там, этот вещдоки сняли, снимите их на видео, чтобы мы видели, что было изъято. Чтобы завтра разбираться по ним полностью, по каждым вещам. Все это действие где-то проходило около 3-4 часов. Где-то к 16:00, где-то половина 4, ко мне с ДП города Алматы позвонили, сказали, нам все сниматься. В связи с тем, что принято решение создать МСОК, туда вошли сотрудники спецпрокуратуры, сотрудники МВД. Нас, получается, ДП города Алматы только по оперативной кого-то откомандировали. На тот момент я даже не знал, кто был откомандирован из ДП города Алматы в МСОК, потому что я находился в Кошмамбете. Собрали группу, говорит, она выехала к вам, говорит, все полностью, они будут заниматься дальнейшим мероприятием, все проводить они. Потому что в Алмате и так был завал, задержанных много было, нам надо было в Алмату разбираться. После этого я выехал в Алмату. Также в том же составе, но уже вместе съемочная группа со мной уже была, тогда была Салтанат Азербек была, зам еешний, телеканалы, репортеры телеканалов были с ними вместе. Под сопровождением, так уже темнело, мы уже выехали туда уже 4 часа. Все, прибыв в Алмату, 9 числа приезжал президент ДП города Алматы, мы все находились там. И вечером 9 числа тогда проводились видеоселекторные совещания, получается, утром и вечером. В вечернем видеоселекторном совещании начальник ДКМБ города Алматы Мажилов
на нем доложился о том, что вот материал вышел от МВД Республики по Кошмамбету. Там одного из заснятых на видеоматериале опознают в Киргизии как музыканта. На этом же совещании сразу сказали, мне команду дали утром, связались с послом, да, потому что МИД присутствовал на совещании. МИД сказали, мы обеспечим посла Киргизии в Казахстане и представителя МВД Киргизии, чтобы я утром их забрал под сопровождение и привез в этот Кошмамбет с Алматы, передал на руки представителям Киргизии задержанного. И судил команду, чтобы я сразу с ним переговорил о правдивости его дачи показаний. Почему? Потому что он, оказывается, первоначально на видеосъемке дал показания о том, что он там участник митингов, что он приехал, завербованный был здесь. По этому вопросу, чтобы я с ним переговорил, как это получилось и для чего он это все дал. Все, на следующий день, 10 числа, получается, я опять выехал в Кошмамбет. Где-то приехали часам 11 с послом и вместе с представителем МВД Киргизии прошли вовнутрь. Опять тот же кабинет. На тот момент что-то там уже охрана была усилена, уже шмонали там перед входом всех. Там уже по жесткому там металлоискатель что-то пользовались. Мы прошли на второй этаж, вот тот же кабинет, который показывали. И в том кабинете мы попросили Разахуну. И он уже в коридоре стоял, нас ждал. То есть уже все знали, приемник, уже команда поступила, видать, с МВД, оттуда там, кто нарочно участвовал, наверное, с Алматинской области, из руководителей, они уже все знали. Завели его в кабинет и прямо у него начали спрашивать, он начал рассказывать все то же самое, что на видео рассказал. Потом, При консуле? При консуле, да. Мы его перебили, сказали, уже представили, вот это консул, вот это получается представитель МВД ваш у нас здесь. Ты давай правду разговаривай, как было. Ты же, оказывается, музыкант, вот прям вот такой разговор состоялся. Спокойно, он начал спокойно рассказывать. Потом, там же в кабинете я ему предложил, давай, говорю, вот это все, что ты изложил, объяснительно напиши. Он все согласился, да, говорит, спокойно напишу. Там же сел при консуле и при представителе МВД Киргизии, там еще были много сотрудников было. Там, потому что это же как кабинет, как штаб, постоянно сотрудники выходили, заходили. Кто-то там докладывался, там бегал, прыгал. И он написал полностью объяснительное. В конце объяснительное я взял, прочитал, посмотрел. Я говорю, все, вот так было, да, было. Он там, ну, в это объяснительное все сказано, видно по там. Я перевернул последнюю, вторую страницу объяснителя, третью страницу. И говорю, представителю МВД сказал, вы распишитесь, и представителю консула распишитесь в это объяснитель. Они все расписались. После этого спросил, претензии есть к нам? Вот сотрудникам полиции. Он на этот момент сказал, что сотрудникам полиции претензий не имеет. Я говорю, ну пиши в объяснение так же. Он также написал в объяснении, что сотрудникам претензий не имеет, поставил роспись, подписал, каждый лист подписал. Я объяснительную забрал, прочитал. После этого сказал ему, интервью дашь на телевидении, давай мы тебя запишем, чтобы завтра у нас вопросов не было, что тебя кто-то здесь заставил писать, его заставил говорить это интервью или что-то давать, какие-то показания. Он согласился, с нами был еще один репортер, не репортер, как его, оператор снял его показания полностью те, что он также показания дал, как на объяснительный. Все, и после этого я уехал в ДВД, а посол Киргизии остался с ним, и представители МВД остались там в здании, СПА. Они сами оттуда уехали уже. В объяснительную что указали? Объяснительно, уважаемый судья, этот в этом есть. Нет, Деле просто я не помню. Но он обстоятельства, я не помню просто сейчас какие точно все обстоятельства. Он себя там не оговаривал в объяснительном, он уже писал, что прибыл на работу. Нет, что в интервью себя оговорил? Да, он писал, что да, в интервью себя оговорил. В объяснительном так и написал. В интервью себя оговорил.
потому что ему сказали, что его депортируют. Он поэтому себя оговорил, чтобы там в это участие был. Хорошо, все это закончили, вы уехали, говорите? Да, все, я уехал в город Алмату. Консул оставался? Консул оставался, чтобы его забрать уже, они там вещи его, там телефон, там, ну, какие-то процедуры были, какие-то вещи он должен был забрать. Дальше. Все, прибыл в Алмату. Вы после этого заезжали в Сипач? Больше ни разу не был. Вот второй раз в жизни был, вот третий раз в жизни был, когда вот с вами мы ездили на показ. Все, закончили рассказ? Свободно. По сути, да, все. Пожалуйста, вопрос. Касательно, вот, ну, по Разахунову пояснение есть, но у вас еще по обвинительному акту у нас Якупов. Где, как, при каких обстоятельствах, когда все это, фамилия стала вам известна? Якупова я в первый раз в жизни увидел и услышал, это было в этом году, 1 мая, когда проводилась очная ставка. Меня сотрудники спецпрокуратуры вызвали на очную ставку, я прибыл на очную ставку. Они даже не говорили, что на очную ставку просто прибыть на допрос очередной. Я приехал на очередной допрос, меня попросили пройти в кабинет, тогда сидел Якупов и с Якуповым вместе Шурманбаева была, защитник. Все. Я тогда его первый раз увидел, после этого меня спросили, вы его знаете? Я говорю, нет, не знаю, первый раз вижу. После этого провели очную ставку, я в качестве свидетеля с ним очные ставки провели, задавали вопросы. На очной ставке он мне сказал, что он меня опознал через 2 года по видео это, которое было в соцсетях общего доступа, по задержанию Джумагильдиева, когда в гостинице я задерживал 7 числа. На этом видео он меня опознал. И опознал меня того человека, который якобы сидел в кабинете, где вот этот допросный кабинет, где решетки, где стулья все приварены, что я там вместе с Урбамаевым сидел во главе стола, но никакие вопросы не задавал, просто сидел, а его в этот момент якобы пытали. Когда вы вот 8-го прибыли, кто был старшим в СПА? Но я не могу сказать, кто был старшим, потому что там вот Ну хотя бы кто представился? кто мне представился, я же назвал же, это зам по следствию Карасайского представился мне начальник 2-го спецуправления ПС и зам КМБ Карасайского района на тот момент. Уважаемый, разрешите зачитать допрос подсудимого Абельбекова, том 34, из дела 16. Уважаемый суд, вопроса подсудимого Абельбекова в деле нету. Уточните, пожалуйста, статус. Свидетели. Так, Да. Том. Том 34, из дела 16. Я отрывок хочу прочитать. И хочу получить подтверждение и опровержение. Поднялись, мы зашли вовнутрь спецприемника, спросили, где руководство. Нас направили на 2-й этаж административного блока спецприемника. Поднялись туда, там кабинет был большой, там сидел ранее мне незнакомый парень за столом руководителя. Еще там были 2 мужчин в форме полиции, 3 мужчин в гражданской одежде. Они все были сотрудниками полиции. Я представился им. Мужчина, сидевший за столом руководителя, представился как заместитель начальника управления полиции Карасайского района впоследствии. Имя его забыл. Он сказал, что его временно направят в спецприем исполнять обязанности старшего группы разборы. Вы в этом... Да, я же об этом уже и говорю. Да, вы здесь не говорите, кроме вот Турпанбаева, вы никого других ведомств не указываете. То есть Турпанбаев вам представится старшим в СПА, получается, правильно? Вот теперь смотрите. Честно говорю, вот я когда вот доложились, вот, нет, и сотрудники КМБ, и сотрудники 2-го спецподразделения, вот, все это когда было, да, я их указал как гражданские лица, в гражданке находящиеся.
Вы же видите, я указывал, что гражданки были 3-4 человек в гражданской форме одежды. Они все были сотрудники полиции, вы указываете здесь. Я поэтому вам задаю этот вопрос. Ну, вот, возможно, на тот момент я имел в виду, что это все сотрудники полиции. Скажите, вот именно цель вашей группы какая была на тот момент? Цель нашей группы была, задача была поставлена на республиканском штабе о том, чтобы выехать туда и организовать проверку на причастность к массовым беспорядкам, организации массовым беспорядкам, грабежам, разбоям и мародерству, которые были на территории Алматы, лиц, которые туда были доставлены. И в первую очередь нам надо было, нас интересовало очень сильно, потому что не было не изъято на тот момент ни одного вещественного доказательства по делам. Нас интересовало вещественное доказательство, потому что было еще, вспомнил, что на Роше звучал вопрос о том, что какие-то рации были изъяты и мобильные телефонные устройства. На тот момент, так как задача от республики шла установить вообще организаторов, кто вообще совершал это, нас в первую очередь интересовалось это мобильные устройства, рации интересовали очень сильно и похищенное наше оружие. Оружия очень много было похищено в вооруженных магазинах охотничьих. Вот 8 апреля даже на видео сняли вот 4 лиц, которые вот признали, что участвовали в этих беспорядках, правильно? Но До этого я не знал. Я же вам еще раз говорю о том, что снимали и как снимали, я не знал. Репортаж я только увидел 9 числа вечера. То есть... А мне об этом не докладывались. Я об этом не знал. Салтанат Азербек вам не докладывалась? Нет, она мне не докладывалась. Я еще раз говорю, Салтанат Азербек, она на тот момент был, наверное, единственный репортер, который работал в горячей точке в городе Алмате. И она напрямую подчинялась республиканскому РОШ. И напрямую и в АП докладывалась напрямую, и премьер-министр ей звонил на телефон. И кто только не звонил, она обо всем об этом докладывала, обо всей обстановке. Нам она не докладывалась. И какой материал отснят, мы не знали. Я к чему спросил, что вы без каких-либо процессуальных действий вернулись обратно в город Алматы, поэтому... Ну я же объяснял же, почему мы вернулись. Я все теперь понятно. Угу. Понятно. Теперь один вопрос. Вот скажите, если там этих фактов избиений, пыток не происходило, зачем всем этим потерпевшим в один голос говорить, что там были повальные избиения? Ну, во-первых, вы акцентируете внимание на все. Основное количество, да? Да. Вот, представляете, да, какой масштаб операции был по городу, по республике. Это первый раз, наверное, в республике такие массовые волнения. И что, как происходило, понимаете, кто-то может и на этом сейчас и спекулировать. Вот как сейчас вот вы показываете, там вот сейчас иски выходят по 10 миллионов на каждого там просят. Если бы я в тот момент тоже какой-то увечья получил, хотя я был 2 раза ранен, да, я бы тоже мог бы заявить и сейчас тоже говорить, я увечья получил и на этом бы спекулировал, что ли. И поэтому здесь надо разбираться досконально, кто кого пытал, и в индивидуальном порядке ли пытали, или там массово кого-то забивали, такого-то не было же. Это же видно же по делу. Из 100 человек, которых, говорите, задержаны в приемнике, кто говорит, что их избивали и убивали там? И кто подробно говорит как? Это же видно по делу. Еще один вопрос. Ваше последнее звание? Мое звание полковник полиции. Все, спасибо. Нет? Уважаемый суд, хотел бы я возражение сделать по поводу, гособвинитель сейчас говорил, что когда зачитывал показания и указывал, что там сидел Турпанбаев, на видео, которое мы просмотрели, телеканала Алматы ТВ, на кабинете, Турпанбаева там не видно, там видно было только как Супаков встал. То есть я бы хотел бы возразить, акцентировать это внимание. И хотел бы сейчас Турпанбаеву задать сразу же вопрос. А я по-другому сказал? Вы сказали, что Турпанбаев зачитывали, что Турпанбаев там сидел в кабинете. Извините, показания же. это же его показания же. Там другое показание. Это другое. Не, ну я бы хотел бы обратить внимание, что на видео просмотрено, там не было Турпанбаева. Вы Он показания Турпанбаева свидетель. знаете? Ну, если... Все, вопросы вы не прослушали, не так поняли. Показания Прокурор свидетеля. зачитал показания, его же показания. Так, хорошо. Вопрос есть? Нет.
Прокурор, у вас все это закончено? Да, закончил. Сторона потерпевших есть? Они только уточняют. Скажите, пожалуйста, вот об этой съемке, да? Вы сказали, Салтанат Азербек самостоятельно, да, там действовала. Получается, она, ну как, сценарий съемки, там, выбирала, с кем, кого там снимать. Она это организовала, да? Нет, не говорю, что она. Она сказала, что она туда приехала по заданию Рош. Судья А, отвечает. извиняюсь. Она организовала это, она была здесь на допросе, вы сами слышали, что это все было по заданию республиканского оперативного штаба. Нет, ну кто вот предоставлял ей? Она же не ходила по камере, А, выбирала, кто ей приводил? Вот этого я не знаю, я же не видел же. Я с ней не был же там. Она же была допрошена. и Она показала, давала- Я не видел ее. Хорошо, так, пожалуйста, не мешайте. Хорошо. Потом вы сказали вот эти 3 пакета, да, которые добровольная выдача руководителя БУРАН. Вы видели вообще сами эти вещи, что были изъяты? Нет. Нет. Вы сказали, когда ехали туда в Рош, там, значит, ну, вам так передали, что и были изъяты оружие, там вещи, драгоценности и так далее. Мне не передали это, а это было... Послушайте. Ну, когда вы ехали, сказали, что были изъяты, да? Вещи, оружие, драгоценности и так далее. Вот вы приехали туда, вы видели изъятое оружие? Было оно изъято или нет? Смотрите, мне не передали, а это было озвучено на республиканском оперативном штабе о том, что это даже где-то отмечено в деле в сводке с ПСКМБ, оперативно дежурный ПСКМБ, докладывается о том, что по сводке там при прорыве с территории города Алматы уйти за границу в сторону Киргизии были остановлены 4 автобуса, там задержаны там лица, доставлены в Карасайске, прямо это расписано. У Народа то же самое было доложено, и доложено о том, что при них было изъято при них были изъяты вещи, ценности, золото, деньги и оружие. Также изъято охотничье оружие, патроны в пачках. Это все на Роше было озвучено. Ну хорошо, ну вот вы приехали, было оружие, нет? Изъятое было оружие? Вы Но, видели? судя по видео, которое засняли, было изъято. Вы не видели, да? Я не видел. Я же говорю, я же не выходил, не снимали мы это. Хорошо, потом вот так уточните, значит, вы сказали, Рош 8 января утром был, да? Да. И там сказали, что, значит, задержанных надо содержать в этом Кошмамбете. Там было принято решение. То есть еще 8 утром. Но они в этом в Кошмамбете были уже 7 Нет, ночью. 8-го Рош был доклад о том, что туда доставили. Так, и все, последний вопрос. Значит, вы предлагали Рузахунову написать, что он не имеет претензий? Нет, я ему озвучил вопрос. Ты к сотрудникам полиции имеешь претензий? Все. Значит, Он сказал, нет, я не имею претензий к сотрудникам. О чем он это вот на видео, когда мы вот здесь в суде были, он штаб подтвердил даты, мне говорил, на тот момент я никому претензий не имел. и сказали, подпиши. Да, и сказал, вот пиши объяснительно, как то, что. Все, хорошо. Я хотела бы обратить против той версии вашей, да, которая была озвучена по суду Набибекова, о некой связи. Показания Ергупова с давлением прокурора делал вообще тот же Магильдила. Причем здесь Джумагильдив я не понимаю, потому что Якупов мне сам показывал о том, что он, столкнувшись случайно в коридоре прокуратуры с Абдибековым, сначала подумал, что он где-то видел, потом начал вспоминать и вспомнил, что он видел его вместе с Турпанбаевым, о чем он дал потом свои показания. То есть эта вот версия, притянутая за уши, абсолютно не держит никакой контексте. Хорошо, вопросов нет у вас? Вопросов Сейчас нет? мы, Нет. по-моему, адвокат же Нет нет, да? вопросов. У вас вопрос? Нет, у меня не вопрос, уважаемый суд, это замечание. Это не версия, не притянутость. Уважаемый суд, по ходу опознания проводились, и единственный человек, который на всех фотографиях, в 2 проекциях, это Абильбеков. Такая версия может быть, она озвучена подсудимым, и возражать против этого просто, я даже не знаю, как это воспринимать. Уважаемый суд, вопрос один можно задать? Вот вы сейчас говорили, что Рош принимал решение
Рожь давала указания республиканские со стороны. Вы органу следствия об этом указывали? Указывали, но они даже это не брали во внимание. Прям официально они, орган следствия, я говорю, зачем это надо, не будем это указывать. Потому что на тот момент уже разбирательства шли в судах по тем руководителям, которые тогда и возглавляли Рожь. То есть вы указали, они это не зафиксировали Да, это, и истребовали? да, это было списано на то, что давай напишем, что вот так начальник ДБ там указания дал, еще кто-то там, оттуда от штаба получили. Все. Все, нет вопросов. Так, хорошо, такой вопрос. Вот вы слышали, что они были допрошены, были изъяты деньги 79 тысяч около, да? Долларов. Это правда? Это факт? Нет, этот мы слышали, что крупная сумма денег была изъята. Мы думали, это возможно с наших крашей откуда-то там, ну, с банкоматов или где-то еще. Но на тот момент о том, что они привязаны, люди находятся там, мы это знали, и мы сказали, ну разбирайтесь, если нам, то скажите, мы заберем, если они украли. Здесь по ходу судебного заседания суду не совсем понятно. Управление полиции Карасайского района ссылается, что задержаны они были для ДП Алматы, скажем так. Мы просто типа предоставили помещение. Сейчас из вашего допроса считается, что их задержали УП Карасайского, пусть они бы разобрались. Нет, уважаемый суд, разрешите, да? Смотрите, для ДП Алматы как могут для нас задерживать людей? Нет, ну вы же слышали их. Ну я понял, но возможно это они же такие показывают. Для ДП Алматы, если широкомасштабная республиканская АТО идет, антитеррористическая операция красного уровня, чрезвычайное положение по всей республике объявлено. Я об этом и говорю, что почему я начальнику Карасайскому на допросе задал, вы участник были совещания или нет? На этом совещании было сказано, что зачистка когда началась, с Алматы все начали уезжать. Все криминогенные лица, кто участвовал, кто в кражах участвовал, все они начали покидать город Алматы. Тогда республиканский оперативный штаб принял решение о перекрытии всех дорог. Это было 7 числа. Ладно, понятно, вы не совсем поняли. Просто по 79 тысяч долларов УП Карасай самостоятельно принимает решение. По остальным задержанным они считают, что они не должны никакого решения принимать. Поэтому вы суд и задает вам вопрос. Как вы разграничили-то свои полномочия? Полномочия мы никак не Они ссылаются, что они были задержаны в рамках беспорядков города Алматы. Их задача была только охранять. Вы сейчас говорите, я зашел, посмотрел и тоже ушел без ничего, потому что пусть дальше работало бы местные. Нет, МСОП. МСОП потом был создан. 8 числа МСОП приехал. 8 вы позже сказали. Теперь ваши следователи, получается, никого не допрашивали там, да? Я не знаю, мои следователи никого не Как не допрашивали. знаете, вы же пришли же с ними вместе. Я, еще раз говорю, следователи мои, я не знаю, что кого-то допрашивать. Если бы они кого-то допрашивали, мы, наверное, какой-то материал с собой забрали. Но у нас материалов никаких не было. После того, как поступила команда... Вам была поставлена задача выявить причастность этих лиц к событиям, да? Да. Вы сказали. Мы это не выявили, потому Но что это не знали. каким образом вы вот это указание выполнили 8 января? Смотрите, как указание было. Указание было, мы приехали в 12 часов дня, начали разбираться. Ни списков, ни людей, ничего готовых не было. Мы вот просто даже мы не знали, как, с чего начать. Это, говорю, как в гости приехать. Когда уже списки были готовы, мы начали со списками разбираться. Вот эти кто задержан, вот эти задержан, сколько иностранцев, сколько этих, кого задержанных, за что задержан, у кого что изъято. На тот момент, у кого что изъято, никто не знал. Почему? Потому что ни одно вещественное доказательство, которые были изъяты, Это вы, суд услышал это, вы ранее так и говорили. Ну, это же не мешает провести тот же допрос. А как вы там будете тогда задержанных. проводить мероприятие? Допрос А кого допрашивать нужно? задержанных? Ну, задержаны они же были, же допрошены же многие уже. Кем были допрошены? Там сотрудниками, которые были. Потому что мы, были какие-то копии допросов, не копии допросов, допросы оригинала были. Ну вы, значит, ознакомливались? Мы читали, да. Ну, вы же об этом не говорите. Поэтому сюда и возникает вопрос. Для чего вы просто приехали, выехали? Допросы мы сняли читали. на видеосъемку, получается, ваша задача. Нет, мы читали допросы, смотрели, но по допросам причастия никого не было. Причастия. Вы вот об этом и надо тогда говорить, если так было. Потому что из ваших слов, которые вы сейчас до вопроса суда, Нет, я получается, понял. вы просто приехали, посмотрели, ушли, что ли? Так же, наверное, не так было, наверное.
Так, теперь эти же, опять же, эти военные. Кто такие военные? Кто этот в военной форме был? Это ПСКМБ, Буран. ПСКМБ Буран, да? Потом вот, ну вы ответили, но тем не менее, еще раз уточняющий. Все равно Салтанат Азербек это сотрудник ДП Алматы. Вы за старшего туда поехали, ну, вы говорите, что она вам не подчинялась. Тем не менее, вопрос, когда мы смотрели допрос, интервью Рузахунова, там явно видно, что кто-то ему подсказывает, да? Вы интересовались? Кто это? Нам это следствие показывало. Так, и кто? У кого интересовался? Вообще выясняли, ну, все-таки Да, это же группа пришла от ДП я понял, Алматы да. же. Следствие нам тоже- Вы один из руководителей Я ДП понял, Алматы. Да слушайте, там явно видно, что ему подсказывают, какие слова говорят. Возглавляет эту группу сотрудник ДП Алматы. Вы руководитель ДП Алматы. Неужели резонный вопрос? А почему, кто ему подсказывает? Такой же вопрос следствие нам задавало, уважаемый суд. И по этому вопросу мы даже для этого мы всех на опознание своих сотрудников вживую предоставляли. Чтобы он опознал, кто это, если это алматинский сотрудник, со мной приехавший. Тогда, чтобы он опознал, чтобы он внес это. Кому предоставлялись? Разахунову Когда? на опознание. В деле есть. Но это не вы же, это следователь. Да, спецпрокуратура, Нет, да, вопрос к спецпрокуратура. вам, как руководитель ДП. Мы не знаем, кто это. Вы не выясняли? Нет, мы выясняли, но так и не выяснили. Когда у Салтана спрашивали, Салтан говорит, гражданки, говорит, много людей рядом, говорит, было. Я, говорит, не знаю. Вот жалко, что мы в интервью не посмотрели при присутствии Салтаната. Там же видно, что кто-то подсказывает явно. Нам следствие Салтан этот вопрос задавал, и мы тоже спрашивали, неоднократно это был разговор. Хорошо. Так, все, да, других вопросов нет? Уважаемый, Да. последний вопрос. То давайте. Скажите, вот, эти вот задержанные, которые находились в СПА, они процессуальный документ в отношении по задержанию у вас есть в ДП города Алматы по их задержанию? Как понять, что за процессуальные документы в ДП города Алматы? По вашему делу. Они задержаны по вашему делу? Не знаю, по нашему делу никого задержан не было. Не знаю, по они- нашему делу только привлекли, я знаю, вот который вот здесь выступал потерпевшим, который говорил, что его сотовый телефон не дали. То есть его сотовый телефон, я знаю, по захвату аэропорта был вещественным доказательством, потому что он находился в аэропорту при захвате аэропорта с ним. И при нападении на здание ДП. Его телефон как вещественное доказательство был признан. Он по нашему делу проходил, я знаю. Фамилию можете? Я фамилию не помню. Кто здесь выступал же? Ахметов? Нет, в ходе суда, вот вы видите, да, все до вас, которые были допрошены подсудимые, они говорят, что никаких процессуальных документов в отношении задержанных нет, не имеется. Почему? Потому что они были задержаны для ДП города Алматы. Поэтому я у вас вопрос задаю. По вашему делу в отношении Дикого Армана или по этому, по беспорядкам в городе Алматы, документы по задержанию лиц, содержащих в СПА, есть? По нашему алматинскому делу, по задержанию СПА, нет, такого не знаю. Ну я же не вел же дело, я не знаю. Что. Не знаете или нет? Я не знаю об этом. Вы мне такой вопрос задаете, я же процессуально же не вел же это дело. И я дело не расследовал, в МСОГе не состоял. Поэтому я не могу знать этого. Понятно. Это он надо с запросом Вами обратиться. или вашим вот следователям, которые вы прибыли 8 числа? Протокол по задержанию? Да. Нет, не составлялись. Все, нет вопросов. Так, хорошо, вот эти люди, которые вас сопровождали, они уже, вы когда 10-го поехали, их не было, да? Вы уже сами. 10-го ездил туда, нет, их не было никого. Их не было. Нет, Только кто 8-го ездил, они 10-го уже не ездили. Только единственный водитель мог. Что, вопросы? Ну да, Задавайте. Скажите, пожалуйста, вот вы изучили, вы сказали, протоколы, да, допросов. Это были протоколы допросов в качестве свидетелей, да? Вы какие-то меры приняли по освобождению этих лиц или что-то Нет. какие-то? Не уполномочен был. Ну вы же там были старший, может быть. Почему я там старшим был? Я старший не был, я еще раз говорю, я прибыл туда с ДП города Алматы, а сейчас другой это. Ни контрольной, ни проверяющей функции я там не имел.
потом, смотрите, вы сказали 9, да, где-то человек забрали в ДП Алматы. То есть это вот из 98 только 9 вас интересовали. Не нас интересовали, а МСОК. 8 числа туда прибыл МСОК, полностью отрабатывал. И 10 числа, когда мы Разахунова передавали киргизской стороне, МВД сотрудники сказали, что им надо этапировать, ну, дети, я не помню сколько сейчас, 7 или 6 человек, кажется 6, этапировать в ДП города Алматы в МСОК. Потому что полностью МСОК находился в ДП города Алматы на 5-6 этаже. Так, и еще последний вопрос. Суворов когда приехал туда? С вами вместе? Нет, я с Ворова только 10 числа увидел. СПА увидели, да? 10 числа в СПА, когда я приехал передавать Разахунова киргизской стороне, 10 числа я его там в СПА увидел. Вот потом мы же выясняли, допрашивали фамилию позабыл, который работал в ДП. Он конвоировал этих людей, забирал. Да, да. Это вот по указанию МЦОВ, да, забирали? Вот это да, вот этих вот людей они не забрали. А организовывали их доставку вы, да? Я позвонил в дежурную часть к ДП города Алматы. Я же говорю, там у нас всего 2 или 3 машины конвойные остались. Они были заняты. Я дежурно сказал, как освободиться, отправьте в Кошмамбет, людей заберут в Алмату. Как, на основании чего их оттуда разрешили выезд этих деятелей? Ну это решал МСОК, я не МСОК знаю, да. решил, Это мы не решали такой вопрос. Так, Турпанбаев, встаньте, пожалуйста. Турпанбаев, уснули что ли? Вот эти деньги, 79 тысяч, опять такой же вопрос возникает. Как-то вы избирательно подходите, где вопросы задаем, вы говорите, что мы тут не лезем, это Алмата решает все. Алмата говорит, мы не лезем, это Караса решает все. Но при этом вот этот, судьбу вот этих задержанных по 79 тысяч долларов и судьбу их денег этих людей вы решали сами, да? Мы не решали, вчера следователи допросили, это по указанию прокурора он деньги вернул. Это решение, указание прокурора района.